В эфире новости на Кармаскала ТВ, в студии Елена Ткачева. Здравствуйте! Чем запомнилась уходящая неделя для кармаскалинцев, смотрите в выпуске нашей программы. В субботу состоялось праздничное мероприятие в честь 120-летия легендарного комдива 112-й башкирской кавалерийской дивизии. В районном дворце культуры состоялось традиционное совещание педагогических работников. Продолжается встреча руководства с предпринимателями. После капитального ремонта вновь распахнул свои двери в селе Кармаскалы многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг. Успешно завершается уборочная страда в хозяйстве Артемида Кармаскалинского района. «Помоги собраться в школу». Такая акция прошла в центре «Семья» Кармаскалинского района. Во всех общеобразовательных учреждениях района прошли школьные линейки, посвященные Дню знания. В субботу состоялось праздничное мероприятие в честь 120-летия легендарного комдива 112-й башкирской кавалерийской дивизии. Ярким и запоминающим стала военно-историческая реконструкция боя 112-й башкирской кавалерийской дивизии. На мероприятие приехали тысячи гостей, в том числе временно исполняющий обязанности главы Республики Башкортостан Радий Хабиров. Вместе со всеми они прошли по интерактивным площадкам и оказались в эпицентре событий. На интерактивных площадках ожили герои тех далеких 40-х. Они смеялись, радовались жизни, демонстрировали быт на фронте и тыл, где весь труд лег на плечи женщин, которые трудились во время войны. Площадки менялись одна за другой, словно кадры старого фильма напоминали гостям и зрителям, какой ценой досталась победа. Радий Хабиров вместе со всеми осмотрел выставку, на которой башкирские поисковики представили найденные отрядами личные вещи бойцов, обнаруженные во время раскопок. Здесь и снаряды, и многое другое. Здесь представлены экспонаты поисковых работ, которые проводились в Ленинградской области, Кировский район, урочище Воронова. Там мы находили разные экспонаты, такие как фляжки, каски, разные диски от пулеметов, от наших ППШ, разные также личные вещи наших бойцов, медальоны и всякие другие предметы. Находили, бойцов именно с медальоном, но, к сожалению, медальон был пустой, так как было поверье, если человек возьмет с собой медальон, то он обязательно погибнет. И из-за этого многие солдаты либо их с собой вообще не брали, либо оставляли пустыми. В нашем случае медальон оказался пустой. И опознать бойца, к сожалению, не получилось. Раскопки у нас длились с 22 апреля по 8 мая. Более сотни артистов показали историю прославленного комдива, его героический путь. Масштаб театральной постановки показал, что действие только набирает обороты. Масштабная реконструкция боя, в которой приняли участие более 200 человек. 10 единиц боевой техники, в том числе привезенный из Караидельского района танк Т-34. Перед советскими солдатами была поставлена задача освободить населенный пункт от фашистских захватчиков. Сражение велось как на земле, так и в воздухе. Сотни зрителей следили за воздушным боем боевых машин. Бой в небе длился несколько минут, и вот машина врага повержена. Словно зрители оказались задействованы в самом событии. Пехота, артиллерия, кавалерия, возглавляемая бесстрашным комдивом, взрывы гранат, наступление красногвардейцев, отчаянная битва противника и бесстрашных воинов, мчавшихся навстречу врагу. Мы сегодня приехали из Стерлибашевского района, делегация целая, посмотреть сегодняшнее мероприятие. Мы, конечно, не первый раз в Кармаскалинском районе проводятся на мероприятиях на таких масштабных, но особенно сегодня нам очень понравилась реконструкция боя. Такое очень сильное впечатление оставила. Тема Великой Отечественной войны меня лично очень сильно волнует. И мы очень рады, что мы сегодня вот это все увидели. Спасибо организаторам, конечно, очень понравилось. Я представляю Уфимский район. У нас в нашей делегации
представители музея, библиотеки, объединения Акненейки из Шамонина, и наши конники выступают из Николаевки, из Ольхова выступают. Конечно, это впечатляет масштабы мероприятия в первую очередь, и во-вторых, очень достоверно, что мурашки по коже бегали во время взрывов и во время, как самолеты над головой летали, бой самолетов. Ну, я думаю, что такие мероприятия нужны. И очень жалеем, что нет наших читателей, детей, которые это все воочию бы посмотрели. Мы все максимально старались заснять на видео и на фото, чтобы потом рассказать об этом нашим читателям. После окончания постановочной битвы Ради Хабиров назвал Минигалей Шаймуратова уникальным сыном башкирского народа. Счастлив тот народ, у которого есть герои. В войне счастлив тот народ, у которого есть такие герои, как генерал Шаймуратов. Потому что именно герои объединяют нас, именно герои заставляют нас думать и помнить нашу историю, и понимать, что мы все одна большая семья. Генерал Шаймуратов – уникальный сын башкирского народа, уникальный человек, генерал, военачальник, военный разведчик. Человек с уникальной и, к сожалению, очень трагичной судьбой. Мы будем всегда его помнить. Мы будем делать все, чтобы наши дети помнили о нем, гордились им и брали пример с него. Мы примем все меры для того, чтобы увековечить его память. На поляне была также представлена точная копия технического вооружения СССР и германской армии, которые приняли участие в реконструкции боя. Кроме военно-исторических клубов Уфы и Республики, в мероприятии приняли участие реконструкторы из Самары, Тольятти, Екатеринбурга, Челябинска, Перми и другие. Наша задача была отбить вражескую оборону. Мы шли пехотой за легендарным танком Т-34. Я работал, помимо всего, вторым номером с пулеметом. Не могу передать чувство, очень сильно волновался. Делали то, что должны были делать наши деды во Вторую мировую войну. Чувствую, как сердце бьется и выскочит, как говорится, у наших дедов, ихним сердцем, как говорится, дышал и бегал. У меня дед воевал, но он был минером, пришел в 1947 году. Очень тяжело было воевать, и условия были тяжелые. М-72, мотоцикл сделан своими руками, доделанный уж. У людей покупаем, есть возможность, на металлоломах сдают очень много. Восстанавливаем, и получается такая техника. В селе Шаймуратово временно исполняющие обязанности главы региона и гости возложили цветы к памятнику Минигали Мингазу Шаймуратову. Напомним, генерал-майор Минигалей Шаймуратов с декабря 1941 года командовал 112-й башкирской кавалерийской дивизией, которая прошла с боями от Дона до Эльбы. Свыше 4000 километров. 3860 воинов дивизии награждены орденами и медалями. 78 из них стали героями Советского Союза и 5 полными кавалерами Ордена Славы. Сам комдив удостоен 2 орденов Красного Знамени, Орден Красной Звезды и медалей. В обществе много раз и с новой силой поднимался вопрос о том, чтобы легендарному комдиву было присвоено звание Героя Советского Союза. Это же в своей речи пообещал и временно исполняющий обязанности главы региона Ради Хабиров. В эти дни на просторах интернета набирает силу флешмоб в честь юбилея Шаймуратова, и Кармаскалинский район принял в ней участие. В районном дворце культуры состоялось традиционное совещание педагогических работников, на котором приняли участие представители муниципалитета и гости с республики. К районному дворцу гостей и жителей района встречала аллея цветов, которая была оформлена в стиле символа года театра и столетия Республики Башкортостан. Здесь и 7 девушек, и фотозона по сказке «Золушка», и много интересных, завораживающих композиций. Выставка посвящена году театра.
столетие дошкольному образованию. Эту выставку готовили наши воспитатели, весь коллектив принимал активное участие. Выставки образовательных учреждений дошкольного образования радовали своим разнообразием. Работники Центра детского и юношеского творчества представили коллекцию костюмов в современном стиле. Дом пионеров и школьников показал богатую коллекцию работ и мастер-класс с войлоком. Здесь каждый коллектив смог продемонстрировать свои достижения. Каждый из учреждений подошел к этому творчески. Прибельская школа ЮНЕСКО, одна из первых, работает по проекту федерального уровня по организации Центра гуманитарно-образовательного обучения в сельской местности. Этот проект «Точка роста». На выставке привлекли внимание гостей робототехника и принтер 3D Прибельской средней школы, который предназначен для распечатывания деталей и элементов из пластика. 3D-принтер, он предназначен для распечатки деталей и элементов из пластика. Пластик применяется в ПЛА, особенно в школе. Почему? Потому что он безопасен. Он не имеет побочных эффектов при распечатке, то есть все пары, которые выходят, они безопасны. Есть пластики другие, но мы их не применяем. В основном самое интересное в 3D-принтере – это совместить компьютерную программу, которая будет моделировать какие-то детали, ученики сами моделируют какие-то элементы и потом уже выводить на печать. Возможно, распечатка и каких-то элементов уже с компьютера, то есть с интернета брать и распечатывать. Вообще, по идее, 3D-принтер, он сейчас в школах, наверное, будет незаменим. Почему? Потому что это и черчение, это и математика, это и техническое творчество какое-то, вот, и креатив сам по себе. Вот поэтому я считаю, что такие вот новшества должны быть в школах. У нас сейчас открывается точка роста, и это один из элементов преподавания будет именно в точке роста. Старт мероприятию дали красочные номера в исполнении педагогов района, а также яркий блок из ребят-победителей и призеров всероссийских и республиканских соревнований, олимпиад и конкурсов. На конференции обсуждались стратегические цели национального проекта образования и повышение качества образования. Августовское совещание подводит определенный итог всей проделанной работы и ставит задачи на новый учебный год. Об этом шла речь в выступлении главы администрации Альфира Сабирова. Он подробно остановился на всех составляющих сферы образования, выделив приоритетные вопросы, которые следует решать в первую очередь. В своем выступлении заместитель министра экономического развития республики Людмила Мизонова отметила, что за предыдущий период в сферу образования были сделаны большие денежные вливания. Отсюда следует, что задача органов местного самоуправления – использовать эти средства эффективно, чтобы пользу от новых приобретений смог почувствовать каждый обучающийся. Со всеми программами, реализующимися в рамках национального проекта образования, собравшийся ознакомил начальник отдела образования Гюльнара Исамбаева. Она подробно остановилась на всех направлениях, которые призваны не только улучшить качество образования, но и сохранить здоровье детей и обеспечить выпуск во взрослую жизнь самостоятельного человека, способного применить полученные знания на практике. Не остались без внимания ветераны образования. Им были вручены памятные подарки и слова благодарности за их труд. Также были отмечены молодые специалисты, которые приступили к работе и проведут свои первые уроки. Благодарственные письма, почетные грамоты получили лучшие педагоги образовательных учреждений и дошкольного воспитания. В районе продолжаются встречи руководства с предпринимателями. На предпринимательский час обращаются не только предприниматели, но и люди, неравнодушные к судьбе своей деревни, села. С таким предложением обратился уроженец деревни Варшавка Ниль Хамитов. Он вышел с предложением установить арку в честь участников Великой Отечественной войны из деревни Варшавка. Он уже изготовил эскиз и представил руководству. Планируемые работы начнутся с 2020 года. Проект был поддержан руководством района, так как увековечивание памяти земляков – это дань всем тем, кто сражался в годы Великой Отечественной войны. В рамках решения поставленных задач отделу архитектуры поручено изучить вопрос о возможности размещения объектов вдоль дороги Уфа-Инзер-Белорецк. А вот Рустам Курмашев из деревни Савалеева занимается производством шлакоблоков и планирует расширить свой бизнес. Для этого ему требуется производственное помещение, которое он хотел бы взять в аренду. Однако выяснилось, что они принадлежат другому юридическому лицу, ведущему процедуру
процедуру их оформления в собственность. Также Рустаму Курмашеву была предложена помощь в качестве предоставления в аренду земельного участка под строительство базы. Предприниматель решил обдумать данное предложение. После капитального ремонта вновь распахнул свои двери в селе Кармаскалы многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг. До ремонта в помещении МФЦ было тесно в узком коридоре. Сейчас здесь просторно и уютно. Учреждение оформлено в едином стиле «Мои документы». Просторный зал, есть места ожидания и детская игровая зона. Если родители пришли с детьми, им есть чем заняться. В центре работают 14 специалистов, функционирует 8 окон и обеспечивают предоставление услуг более чем 290. Очень удобно клиентам в обновленном помещении. Обслуживание доброжелательное. Все я и до этого здесь проходила. Они как бы относятся с таким пониманием. Если что-то забыла, документы какие-то, обязательно все подскажут, обязательно все. Сейчас даже зарегистрировали на госуслугах, все сделали. Замечательно. Очень стало уютно, помещение расширилось, стало светло. Очень нравится. Я сюда прихожу часто, так как оформляю детские пособия. У меня 3 детей. Прихожу за справками. Раньше было немножко потеснее, сейчас стало очень светло, уютно. Специалисты хорошие, все быстро делают. Очень нравится. Также для удобства посетителей в офисе установлены терминалы для оплаты государственной пошлины. Установлен гостевой компьютер с выходом на портал государственных услуг. Внедрена система электронной очереди. Также с августа месяца запустили мобильное приложение «Мои документы», по которому можно видеть движение дела, доступ на любую услугу МФЦ, оплата ЖКХ и другие. Ежедневно многофункциональный центр в селе Кармаскалы посещает до 120 человек. Время ожидание в очереди не превышает установленный федеральный норматив. У нас сегодня приятные события. Наш операционный зал начал работать в новых условиях. Открылся он после ремонта. И в обновленном таком красивом зале мы сегодня начали работу. Ремонт проведен в кратчайшие сроки, с хорошим качеством. Созданы все условия для операторов, а также для наших заявителей, для предоставления государственных и муниципальных услуг. В нашем операционном зале очень востребованы социальные услуги. Мы предоставляем услуги государственного казенного учреждения Республиканского центра социальной поддержки населения 83 услуги. И поэтому мы каждый день видим наши многодетные семьи, которые обращаются к нам за социальными выплатами. Успешно завершается уборочная страда в племенном хозяйстве Артемида в Кармаскалинском районе. В Артемиде продолжается уборка зерновых. К настоящему времени убрано уже около 90 площадей при общей урожайности 35 центнеров с гектара. Каждая минута на счету, а потому и работают с раннего утра и до поздней ночи. Так как погода не балует аграриев, приходится считаться каждый погожий день. Вообще, в племенном хозяйстве Артемида в районе славится стабильными урожаями. Много хлеба здесь получают за счет применения в растениеводстве эффективных технологий производства. Несмотря на занятость, агроном хозяйства Рустам Бекметов смог уделить нам внимание и провести объезд полей, где полным ходом шла уборка ячменя. Уборка идет хорошо, техника справляется, у людей есть желание работать. В работе на данном поле задействовано 4 комбайна, на которых работают опытные комбайнеры. Всего в уборке задействовано 11 единиц техники. Уборочную мы завершаем, у нас в районе 90%, конец уборки. Сейчас убираем ячмень яровой, сорт Саши, урожайность средний по хозяйству 35 центнеров с гектара. Работали 2 раза фунгицидом, чтобы не было этих болезней, от ржавчины работали. И работа была сделана очень большая, тем самым и высокий урожай. Убрать осталось яровой пшеницы 626 гектаров. Тоже урожайность в районе 35-36 центнеров с гектаров. Фунгицидом работаем, то что мы фураж готовим для своей скотины. У нас получается почти 2000 дойных, 2000 коров, из них 1000 дойных. И чтобы не было микотоксинов на зерне, мы работаем именно фунгицидом. Тем самым обезопасиваем пищу для КРС.
Зерно отвозится на элеватор. Здесь постоянно зерно переворачивают, чтобы оно просыхало. Сушка зерна – это снижение процента его влажности до получения необходимой кондиции продукта. Качественная сушка в зерносушилке самым благоприятным образом способствует биологическим изменениям зерна, и во время нагрева его можно довести до семенного, продовольственного или фуражного качества. В сельском хозяйстве это дает возможность фермерам выходить на разные рынки сбыта, повышать капитализацию предприятия, быть конкурентоспособными и развиваться. Параллельно в хозяйстве ведется работа по посеву озимых. Уже засеяно более 3000 гектаров, из них рожь около 900 и озимой пшеницы более 2000. На Кировце посевной осуществляет механизатор Михаил Васильев. Один агрегат за смену засевает 80 гектаров. Поля, на которых убран хлеб, посещаешь с особым ощущением. Это чувство завершенности большого важного дела. Судя по хорошему настроению и организационной работе, жатву хозяйства района завершат организованно и как минимум без потерь. «Помоги собраться в школу». Такая акция прошла в центре «Семья» Кармаскалинского района. Данная акция стартовала с 1 июля по 31 августа 2019 года в Башкортостане. Это 9-я по счету республиканская благотворительная акция «Помоги собраться в школу». Цель данной акции – оказание помощи в подготовке к новому учебному году детям и семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации. Организатором акции выступили Министерство семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан и Центра «Семья». Собравшихся с новым учебным годом поздравил заместитель главы по социальным вопросам Флиза Макеева. Участников этой акции я хочу всех вас поздравить с наступающим новым учебным годом. Чтобы он прошел благополучно и для родителей, и для детей, чтобы дети добились хороших успехов в учебе, получили хорошие знания, которые в дальнейшем помогут им стать настоящими гражданами Российской Федерации. Мамам и единственному папе, который здесь присутствует, хочется пожелать не терпения, а выдержки и попросить вас оказать посильную помощь вашим детям в адаптации к классу, новым учителям, школьной жизни, которая начнется со 2 сентября. Благотворительная помощь в виде канцелярских товаров, письменных принадлежностей, тетрадей, принадлежностей для рисования, наборов для детского творчества предоставляется только в новом виде. Портфели, школьная форма, учебники, художественная литература в хорошем состоянии, либо новые. Все это было передано организациями и предприятиями района. Уже не первый год в данной акции принимает участие Кармаскалинское отделение линейное производственное управление «Газпромтрангаз Уфа». Вот и сегодня они предоставили 30 портфелей, которые были розданы приглашенным. Собранные канцелярские товары и школьные принадлежности были переданы детям с ограниченными возможностями здоровья, детям из малообеспеченных многодетных и неполных семей, детям, оставшихся без попечения родителей. Благодарна, такой набор дали. Не получается, муж один работает, из-за этого. Спасибо, конечно, то, что «Газпром», то, что помогает, это хорошая акция. Вообще наше общество, наша организация не первый год проводит данную акцию, но я как молодой специалист недавно здесь работаю, и для меня это впервые. И на самом деле я считаю, что это очень хорошее и доброе дело, то, что наш руководитель организует такую акцию, такое мероприятие, потому что я как тоже из многодетной семьи, я знаю, насколько трудно собрать детей в школу, особенно когда их по 5 человек, поэтому это очень трудно и большие затраты требует. И вот эта акция, она очень хорошо помогает родителям собрать своих детей в школу и тем самым облегчает эту задачу для них. Поэтому я считаю, что мы делаем доброе дело, и это замечательно. Акция проводится ежегодно, это республиканская акция, она так и называется «Помоги собраться в школу». А на самом деле очень много людей, очень много предприятий и организаций откликнулись на нашу просьбу помочь семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, многодетным семьям. Нам много приносили канцелярских товаров. Также были портфели, наполненные канцелярскими наборами. Все это помогает родителям, испытывающим финансовые трудности, воспитывающим большое количество детей, в какой-то мере помочь собрать ребенка в школу. Также отозвались люди, скажем так, обычные, которые приносили, были люди, которые даже не называли своих фамилий. Принесли и ушли.
Большое спасибо хочу сказать всем организациям, всем предприятиям нашего района, всем тем людям, которые помогли организовать эту акцию. Акция проходила на территории всей республики с 1 июля, ну и продолжается по 31 августа. Первый день осени завораживает пестротой астр и хризантем, традиционностью гладиолусов и георгин. И куда ни оглянись, увидишь белые банты и роскошные букеты, улыбки на лицах и волнение в глазах. Ведь сегодня настоящий праздник, День знаний. Поэтому и отмечается 1 сентября не просто как начало учебного года, а как значимый важный день в жизни каждого ученика, студента, преподавателя. Сегодня более 6 тысяч учеников переступили порог школ нашего района. Из них 758 первоклассников впервые откроют для себя дорогу к знаниям. С самого утра повсюду можно было увидеть нарядных первоклашек, шагающих с букетом цветов в школу. Вот и в гимназии села Кармаскалы в этот день линейка прошла душевно. Первоклассники прочитали стихи, а 11-классники с грустью понимали, что это их последний первый звонок. Они прочитали наставления новым ученикам и подарили подарки, которые символизировали успешную учебу в предстоящем году и вручили ключ от знаний. С началом учебного года учащихся преподавателей поздравил заместитель начальника управления главы Республики Башкортостан по взаимодействию с муниципальными образованиями Искандар Саньяров. О начале нового учебного года возвестил долгожданный первый школьный звонок. Первый урок волнителен не только для первоклашек, но и для педагогов. Ведь первая учительница на ближайшие годы в школьное время будет заменять им маму, друга и наставника. А после линейки первоклассники вместе со своими классными руководителями отправились в страну знаний. Такими были новости уходящей недели. Не забывайте следить за событиями района, а также делиться информацией и новостями на Кармаскалы ТВ. До свидания, хорошей недели вам!